Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве. 65-й раунд дискуссий, и абхазская делегация во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц принимает участие в этих дискуссиях. По итогам первого дня дискуссий в понедельник, 11 ноября, глава МИД Абхазии в эксклюзивном интервью «Радио Спутник» рассказал детали встречи. Предлагаю послушать запись разговора. Олег Мсасович, вы возглавляете абхазскую делегацию. Расскажите, пожалуйста, чем завершился первый день, какие итоги? Действительно, мы находимся в Пале де Насьон, во Дворце наций в Женеве. Состоялись двусторонние заседания в двух группах. Первая группа – это группа по безопасности, которая обсуждает вопросы, связанные с глобальной безопасностью в регионе в отношениях между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Такие же встречи отдельно провели наши юго-остинские коллеги. Это проходит в двустороннем формате. С одной стороны, делегация Республики Абхазия, с другой стороны, делегация сопредседателей, в которую входят представители ООН, ОБСЕ, представители Соединенных Штатов Америки и представители Европейского Союза. Это установочные встречи в первой группе, а во второй группе обсуждаются с соответствующими европейскими чиновниками и представителями ООН вопросы гуманитарного характера, например, перемещение через государственную границу и вопросы взаимодействия в приграничном формате. Это все происходит в преддверии главной дискуссии, многосторонней, в которой будут принимать участие в общем зале делегации Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, представители ООН и представители Евросоюза. Кроме того, также в этой глобальной дискуссии примут участие высокие чиновники из ОБСЕ. Вот там и развернется основная дискуссия, самая острая, традиционно так складывается, которая обозначит позиции сторон. В ходе двух консультаций в двух группах мы, абхазская делегация, абхазская сторона, подтвердили свою приверженность необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. Мы отчетливо заявили о том, что наша позиция остается прежней. Мы не видим альтернативы мирному процессу, который будет базироваться на признании Грузии новых реалий, которые сложились в регионе уже не один год назад. Без этого реалистичного подхода невозможно продвижение вперед. На это мы акцентировали внимание европейских структур, крупных чиновников, высоких чиновников из Организации Объединенных Наций. Мы, как и прежде, исходим из того, что нет альтернативы мирному процессу. Для этого Грузия необходимо принять на себя обязательства о неприменении военной силы, чего она, к сожалению, не делает уже долгие годы. Мы усматриваем в этом определенные попытки затянуть процесс, сместить акценты, уйти от реальных оценок причин, которые привели к сегодняшней ситуации. Мы занимаем принципиально другую позицию. И сегодня мы четко довели до внимания крупных европейских чиновников и чиновников из Организации Объединенных Наций нашу позицию. Мы будем и дальше так действовать, и в ходе глобальной дискуссии обозначим также определенно и жестко свою позицию. Другого, пути для достижения определенного прогресса мы не видим. Мы считаем, что этот путь, наш подход реалистичный, аргументированный. Это лучшее оружие в международных переговорах подобного уровня. Олег Мсасович, а участие России как вы оцениваете в этом процессе? Какую поддержку они оказывают Абхазии? Российская Федерация, делегация Российской Федерации, которая здесь находится в
очень представительном составе, будет участвовать в основной дискуссии. И там мы совместно с нашими стратегическими союзниками и друзьями Российской Федерации обозначим приверженность общим нашим позициям Абхазии, России, Южной Осетии в подходах к решению основных вопросов, которые существуют в наших взаимоотношениях с Республикой Грузия. Как вы оцениваете перспективы вот таких переговоров? Может ли быть какой-то найден консенсус по каким-то вопросам, может быть, гуманитарного характера? Мы исходим из того, что подобный высокий уровень представительства делегации, а, как известно, российскую делегацию возглавляет экс-заместитель министра иностранных дел России, постоянный представитель постпред в ООН в Женеве Геннадий Михайлович Пятилов и ряд других высокопоставленных дипломатов и чиновников из России. Уровень нашей делегации, южно-осетинской делегации, он вполне позволяет нам четко обозначить, аргументированно обозначить мировому сообществу все те наши подходы и видения, которые мы подтверждаем в ходе этого 65-го раунда дискуссии. Россия, конечно, ведет себя как подлинный союзник и друг. Мы ощущаем эту поддержку и дружескую, и техническую, и консультационную. Поэтому мы дальше продолжаем действовать сообща, вместе. И надеюсь, что у грузинской стороны возможно появятся мысли о том, что лучше всего осуществлять реалистичный подход, основываясь на том статусе кво, который уже давно, не один, не два и не 3 года сложился в регионе. Очень на это надеемся. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы занимаем сугубо прагматичную, ответственную и нравственно оправданную позицию. Это основной постулат нашего нахождения здесь. Олег Сасович, большое вам спасибо, что время нашли. Я понимаю ваш плотный график. Спасибо большое. Спасибо. Напомню нашим слушателям, это был министр иностранных дел Олег Барцец. По итогам первого дня женевских дискуссий 11 ноября в эксклюзивном интервью «Радио Спутник» он рассказал детали встреч.